Но сегодня общий праздник для всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуни. Самый популярный продукт питания – это, конечно же, яйца. Они популярны во всех странах и во всех культурах. И сегодня мы поговорим о их полезных свойствах с главным технологом якутской птицефабрики Еленой Игоревной. Доброе утро, Доброе Елена утро. Игоревна. Нам известно, что якутская птицефабрика в следующем 2019 году отметит 50-летний юбилей. Какие можно подвести итоги за этот многолетний опыт, за этот многолетний рабочий процесс, период? Да, на будущий год в декабре птицефабрике исполняется 50 лет. Вот, она была основана в 1969 году, а распоряжение Совета министров Якутской республики вышло в 1964. Вот, и за этот период были и взлеты, и падения, и на сегодняшний день птицефабрика переживает свое второе рождение, то есть переживает свое второе рождение, потому что идет полным ходом техническое перевооружение, ставится новое оборудование. Завезли мы и районировали уже у себя новый кросс птицы Хайлайн. Родом он из Америки, американская селекция. Научились сами делать комбикорм. Комбикорм мы не закупаем, мы его производим на своем комбикормовом цеху. Вот. И самое такое для потребителя, главное, мы поставили яйцесортировальную машину. Так. И сейчас у нас яйца все сортируются строго по весу, по категориям. Вот. Потому что, собственно, чем характеристика яйца его какая? Первая – это размер, и вторая – это свежесть. Размер – это категория. Якутская птицефабрика 5 категорий выпускает. Это столовая третья, 35 грамм, 45, столовая вторая, 45, 50, столовая третья, первая, 55, 65. Диета, первая, вторая категория, отборная 65 грамм и высшая категория это 75 и выше. И потребителю, значит, надо обращать внимание на маркировку яйца. Так, потому что... давайте, да. Давайте я вот вам вопрос такой задам, Да, как обычный пожалуйста. обыватель. А вот что вот эти вот категории говорят нам, обычным гражданам? Вот мы вот, в принципе, всегда, конечно, мы руководствуемся самым простым, лишь бы было слово «высшее». Первое, чем выше, тем вроде бы лучше. А что оно значит на самом деле? Да, вот здесь какие-то буквы обозначены, да? О чем они говорят? Ну, вы держите в руках сейчас отборное яйцо, там буква О написана. ОТБ, да. Да, Это значит отборные. это отборные яйца, вес их от 65 до 74,9 грамм, то есть это яйцо, оно само за себя говорит слово отборное, оно отличается от остальных, от первой категории, второй и третьей по весу. А буква С, которая стоит на маркировка на яйце, это значит столовая. Буква Д – диета. Что такое диета? Диета – это свежеснесенное яйцо, которое хранилось не более 7 суток. После 7 суток оно переходит в категорию столовая. И столовое яйцо, оно хранится 25 суток. Здесь вот Д1. Да, написано. D1 – это диета. Первая, вес его от 54 до 64,9 грамм. Шаг 10 грамм в категории. От Так. одной до другой. Вот. А диетическое яйцо, оно почему диетическое? Потому что при снесении скорлупа, она покрыта тонкой микроскопической такой бактерицидной оболочкой, и туда не поступает, не проникает воздух. Через 7 суток она сама
устраняется это, разрушается под воздействием внешней среды и проникает уже в воздух. Увеличивается воздушная камера в яйце. Все вы знаете, когда разбиваешь, там есть такой небольшой мешочек с воздухом. Мгм. Ну вот якутская Елена, птицефабрика, она же производит не только яйца. Да. Есть еще и другая продукция. Вот расскажите о другой продукции. У нас как раз есть замечательные красивые фотографии, У которые нас вы нам есть, да, предоставили. мясо. Мы производим мясо птицы и мясо цыплят. Вот. Мгм. Цыплят мы стали выращивать 2 года назад, в общем-то, специально. Потому что это, ну как, яичный цыпленок, он не бройлер, ему надо, чтобы вырасти больше времени, 11 недель мы его выращиваем. Но это мясо, оно деликатесное, идеально для барбекю, для жарки. Мгм. Мгм. Значит, это уже получается продукт такой деликатесный. И курица. Курица, она, конечно, уже как взрослая, она отнесла яйца свои, 300 штук за год снесла. Вот. Поэтому у нее мясо, конечно, некоторые жалуются, что оно жесткое, но оно, конечно, это не бройлер, это созревшее мясо взрослой курицы, оно такое, в нем меньше влаги, больше содержания белка. Ну, очень Жировая полезная информация, часть. действительно. Да. Елена Игоревна, спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы вас поздравляем со Всемирным днем яйца. Хочется сказать, чтобы телезрители обязательно употребляли яйца. 2 яйца в день нужно потреблять. И Увидимся с вами в понедельник.